今度のスタジオを建てる時にも3階建てなんですけどね、会社が反映したってしょうがないんですよね。それよりもそこにいる人間たちがちゃんと自分のやりたいことと、基本的にまず面白い映画を作ろうっていうことが最大の目的で。Своими работами я хочу мотивировать смотреть хорошую анимацию и анализировать. Как, например, здесь, у Хаяо Миядзаки, который с триумфом появился в 1978 году, так и до сих пор его фильмография состоит из фильмов, считающихся одними из величайших в истории кинематографа. На протяжении 40 лет за ширмой путаницы и креативности Миядзаки создал зрителям уникальные работы, благодаря которым его считают мастером своего дела. Только то, что его имя связывают с феноменом в медиа, говорит о его больших успехах и множестве поклонников. Но как Миядзаки смог завлечь зрителей не только у себя, но и за рубежом? В отличие от родной ему Японии, на Западе большинство считает мультфильмы лишь детским увлечением. Они созданы по стандартным схемам и избегают серьезных тем, которых полно в живом кино. Тем не менее, Миядзаки не очередной хороший аниматор. Он взял подход к анимационному производству как следствие. А первопричиной он ставит эмоции, которые доносит до объектов, чтобы сделать из них, как иронично, мультяшных персонажей. Он раскрывается через темы, которые он делает для детей, но в них и большинство взрослых может понять все виды состояния человека. Такие фильмы, как «Король и птица» и «Легенда о белой змее» послужили вдохновением для Миядзаки, благодаря которым он и пошел в анимацию. В них было вложено много времени и технических особенностей, как у Диснея, но в отличие от него эмоции были сильно упрощены. В ранние годы анимации их считали незначительными и старались избегать, но Миядзаки хотел изменить это. Он ненавидел свое знаменитое прозвище японского Диснея. Себя он предпочитал называть японским Юрием Нарштейном, поскольку, как и у него, анимация Миядзаки разделена на части, задний фон и плоский передний план, которые мысленно взаимосвязаны. Ходит слух о его утверждении, что мультфильм «Снежная королева» показал потенциал анимации в человеческих эмоциях. И это влияние пошло на все формы, что мы сегодня имеем. Эти же формы были отсортированы его же современниками. Он сочетает навыки и профессионализм, которые его западные коллеги называют невозможными, потому что фильмы Миядзаки строятся на сочувствии и реальности. Сочувствие передается зрителям от их собственного взгляда на персонажей, а реальность через честную картинку и показанную непредсказуемость жизни людей. Все это важно. Если вы хотите знать, из чего состоят фильмы Миядзаки, то главное, что вам нужно разобрать, это эмоциональный аспект. Миядзаки утверждает, что ядро всех историй в наиболее осязаемом реализме. Мистические боги, демоны и элементы фэнтези – это отражение человеческой печали. Он фокусировался на жизнь в человеческой природе. Она может храниться как соответствующая культура. Из нее появляются персонажи с четкими целями. Начальная черта любого персонажа – это понимание того, чего он хочет. Папа, мама, я вас обязательно спасу, только, пожалуйста, сильно не толстейте, а то вас съедят. Сделайте понятную цель, которую ваш персонаж должен достичь. Добавьте препятствия, которые он проходит. Будьте проще. Люпен хочет спасти леди Кларис. Вот и все, задача выполнена. Но все это будет впустую, если у вашего персонажа не будет глубины. Миядзаки может очеловечивать своих персонажей через визуальную память, где остались их движения. Начиная свою карьеру как художник манги, он вдохновлялся стилю, известный как гекига. Виду манги с серьезным повествованием и как результат более реалистичным рисунком. И с этим у Миядзаки были серьезные проблемы в анимационной индустрии. Он открыто жаловался на дешевые трюки, когда реакцию зрителей достигают через преувеличенную экспрессию персонажей. В своей анимации он решил фокусироваться не на резких движениях, а наоборот, медленных и более продуманных. Благодаря ним в каждом его персонаже есть своя индивидуальность. Одна девочка ходит на коленях, чтобы не запачкать ковер, а другая стучит по обуви, проверяя, а делала ли она их правильно. Подобные действия обогащают персонажей Миядзаки. Это часто может быть что-то простое, как главные действия, которые указывают характер персонажа. Порой его герои могут быть очень выразительны, а качественная анимация этому только помогает. Но в более неясных действиях мы видим персонажа, который думает над тем, что он делает, и мы получаем шанс увидеть его сущность. Потратьте время на проработку реакций, и вы увидите, как персонаж думает о достижении цели, какие они осторожные и точные, или неуклюжие и испуганные. Мелкие детали говорят о персонажах Миядзаки так много,
что мы чувствуем их человечность, потому что мы замечаем основные интересные действия, на которые другие режиссеры не обращают внимания. И мы лучше привязываемся к персонажу, которого мы можем понять. Но причина, по которой Миядзаки может хорошо запечатлять человеческую природу, очень проста. Он понимает людей. She's kind of a lazy bum, which is exactly the way that my favorite 10-year-old girls are. You lazy bum, I want to tell them, but I know their inner resources are as rich as Chihiro's. Миядзаки изучает людей. И его выводы о человеческом поведении показаны через плоские движения персонажей. Он никогда не использует одну и ту же эмоцию, даже такую простую, как бег. У движения персонажей есть разные вариации, все разные мысли, которые персонаж чувствует в данный момент. Как, например, страх, смелость или радость. Любая эмоция может быть показана не в том, что персонаж делает, а то, как он это делает. И с внедрением этой техники персонаж никогда не потеряет свою неповторимость. Анимация Миядзаки должна рассматриваться со стороны человеческой жизни, потому что она показывает, что мы лучше всего понимаем друг друга через людей и истории. Правильность персонажей Миядзаки в том, как они достигают целей. Персонаж может быть целеустремленным, как Мэй, или грубым, как Кики. Но сопереживание персонажам необходимо для реализма. Зритель может считаться с ними, насколько они несовершенны. Нам нужны некоторые общие детали, и персонажи полностью реагируют на них по-своему. Никто не идеален. И Миядзаки выделил жизненно важное правило при создании персонажа. Только потому, что он протагонист, это не значит, что он никогда не ошибается. Другая причина кроется в том, как Миядзаки выстраивает близость к персонажам. Кто из нас не сжимался во время страха? Или сжимал кулаки, когда злился? Ностальгия преобладает в его анимации. Вместе с персонажами мы познаем то, что мы сами познали, когда вырастали. Это чувство обучения из прошлого со временем выдыхается из-за накопленных ценностей. Тем не менее, в фильмах Миядзаки мы видим этот тип эмоций и наслаждаемся его уникальным процессом. У его персонажей есть притягивающие элементы, которые мы чаще распознаем и представляем в реалистичной манере. И тогда персонажи становятся человечными. И очеловечивание – это путь, благодаря которому Миядзаки устанавливает прекрасную связь между своими фильмами и зрителями. それから本当に心に穴が開いてしまった悪役を出すと映画全体が本当にすさんだものになりますから、それはやっぱり描きたくないんですね。アニメーターが仕事やってる時見るとこう笑顔を描いてる時は笑顔になってるんです。それから悪役を描いてる時は大抵嫌な顔して描いてますから、なるべく笑顔の方が長い方が映画としてはいいんじゃないか。 Внимание Миядзаки к обществу людей показано очень комплексно. Это часто выражается через целостность мира. Такую философию кинопроизводства, как и у него, всегда интересно изучать. Но это изучение включает в себя показ того, что он считает человечным. И по мере знакомства с его работами можно выделить темы из двух частей – социальных и духовных верований. Одна из таких представленных тем – это идея анимизма. Знание о том, как живые существа связываются между собой духовно. Несмотря на это, Миядзаки верит, что люди – это тоже часть природы. Так что и они участвуют в этих связях. Понимая это, мы видим в мире Миядзаки такие же настроения, как и у обычных людей. В отличие от традиционного фэнтези, Миядзаки не делит мораль на белое и черное. В его фильмах нельзя найти темы добра против зла. Каждый элемент показывает как свои хорошие, так и плохие стороны. Нет тут кого-то, кто лучше остальных. Это объединение всех эмоций в одном спектре. Например, леди Эбоси хочет уничтожить лес, но в то же время она заботится о своих солдатах и дает им пример для подражания. Миядзаки преподносит тему морали более сложно. Он не использует ее, чтобы скрыть негативные стороны человечности, потому что они существуют вокруг нас. Это часть природы. Жестокость сосуществует с любым недопониманием в этом мире, насколько это возможно. Этот реализм избегает потакания зрителям в каком-то замыленном взгляде на жизнь. Но сам замысел, который мы узнаем, не в том, как главный герой побеждает. История посвящена тому, как он адаптируется, вырастает в своем мире и определяется с тем, что ему нужно. Мы сталкиваемся с мешаниной реальности. Тем не менее, она отсылает нас на более значимое соединение. Многие мультфильмы заканчиваются простенькой развязкой. Всех спасает бог из машины, которая решает все проблемы, но на выходе остается целая куча мыслей, которые персонажи не познали. Они достигают своих целей без каких-либо соблазнов или личных преград. В это же время персонажи Миядзаки не заканчивают развиваться, как того ожидают зрители. Они начинают учиться, и они продолжают учиться. Но в конце будет заметно, насколько сильно они преуспели. У Аситаки останется его шрам, и никто не поверит в историю Тихиро. Но сплоченная взаимосвязь, которую персонаж налаживает с этим миром, это пример их духовного освобождения. Так и изучается материал. Помните, я раньше сказал, что вы должны понимать, чего ваш персонаж хочет? Под самый конец любого фильма Миядзаки исчезает граница между тем, что персонаж хочет, и тем, что ему нужно.
Иногда цель вашего фильма должна заключаться в том, почему персонаж остановился на своем эмоциональном уровне. Потому что даже если у персонажей четкие цели, никогда эти цели не будут более важными, чем они сами. アニメーションっていうのは、意志が筋肉なんですよ。意志を表現、運命を表現する、意志を表現するんです。 Вот такие моменты подчеркивают, что для Миядзаки более важны человеческие элементы, нежели фантазия. И я думаю, важно уточнить, почему Миядзаки выбрал кинематограф. Все потому, что многие свои мысли он мог перенести в фильмы. Он никогда не учился писать сценарии. До сих пор он доверяет лишь своим чувствам и интуиции. Это очень интересный подход к кино. Он говорит, что со всеми разработанными схемами, сценарий и раскадровка бывают не самыми значимыми. И какой от этого эффект? Ну, поскольку никто не знает, как история закончится, на нее и не делается главный фокус. Вместо этого множество сцен продумывается визуально. Никаких тем для истории, только простые методы, соединяющие эмоции. В этой технике каждая сцена всегда понимает всю заложенную в нее эмоциональную информацию. Чтобы достичь этого, Миядзаки просто продолжает рисовать обстановки, в которых есть чувства. Он никогда не волнуется о сюжете на ранних стадиях. Эмоции – ключ ко всему. И тут в первую очередь спрашивается, как завлечь зрителей. Причина, по которой его фильмы так хорошо создают атмосферу, в том, что у всех образов есть свои роли. На подготовительном этапе всегда нет никакой другой цели у фильма, кроме как заставить нас что-то почувствовать. Впечатление от пейзажа зависит от эмоций того, кто смотрит на пейзаж. Отразив мир через эмоциональный взгляд персонажа, зритель получает эмоциональную отдачу. Миядзаки редко показывает плоские пейзажи. Чаще всего это типичные холмы, пещеры и даже небо. Чувства человека часто соединены с погодой, сквозь все эти миниатюрные детали, которые заполняют экран. И чем больше мы знаем, почему фильмы Миядзаки чувствуются большими, тем мельче они становятся. Это потому, что Миядзаки находит время на поиски лучшего способа повторить движение персонажей, которые можно передать через его миры. Чувство вдохновляет его фильмы. Даже переходы, которые он использует, настроены на большую отдачу от зрителей. Путь к ней Миядзаки сделал через большие тихие моменты. Они дают зрителям время погрузиться в мысли героев. Западная анимация, похоже, пошла в обратном направлении. Там очень редко замедляется экшен, и практически нет тихих моментов, которые часто использует Миядзаки. Лично я считаю полную тишину самым задумчивым моментом в кино. Тут можно показать зрителям своего персонажа, просто думающего над ситуацией, или перевести на него свои эмоции. Миядзаки же в это время медленно дает пройтись по его мукам и самим подумать, как мы к нему привязались и о чем бы он говорил в эти моменты. Он может ждать на автобусной остановке или путешествовать один в пустом поезде. Но главное, мы ощущаем те мысли, о которых думают персонажи. И они не должны быть объяснены. Мы и так точно знаем, чего они хотят. Имея такие причудливые и непонятные миры, как у Миядзаки, что-то из этого может потеряться при интерпретации. Но мы и не должны все понимать. Для Миядзаки важны эмоции, а не логика. Как и все виды дизайна, детали фэнтези не объясняются. Потому что в объекте уже есть притягивающие вещи, которым потом можно найти объяснение. Существа, которых создал Миядзаки, следят за нашими действиями, и мы не знаем, о чем они думают. Чем больше они антропоморфны, тем больше мы можем им сопереживать. Но также менее интригующими они становятся. Миядзаки несет сопереживание через человеческие элементы, а таинственные через фэнтезийные. Иногда лучше обойтись без объяснений, потому что, зная причину, проблему не решить. Аあいう時って喋らなくなるんですよ。その後エンディングで一緒にいるじゃない。あそこで喋ったら変だよ。あそこ喋んなかったですね。うん。ちゃんと来たよねだって。Миядзаки однажды сказал: если бы меня спросили, что такое анимация, я бы сказал, что это то, чем я хотел бы заниматься. Боги и духи — это, наверное, оболочка его фильмов. Но внутри них содержатся истории о людях, о том, как чувства помогают нам расти и меняться. Это среда, в которой мы влюбляемся с первого взгляда. Но он использует множество элементов, которые мы можем распознать. И они включают традиционный японский дизайн и дают нам всю мистику и плотность. Все они приводят к сопереживанию людям и дают ощущение реальности мира. В конце своей ленты Миядзаки дает физическую свободу своему герою. И в некотором роде и нам тоже. Вначале мы видим людей, которые задыхаются в обществе.
а в конечном счете показывают персонажей, которые становятся самими собой. Не с мыслью о том, как они поменялись, а с тем, что они почувствовали. Миядзаки стал лучшим мастером национального кино, чем многие другие режиссеры, и возможно из-за его неясности все и работает. Может, зрители не поймут его фильмы, но как только они уберут мир логики и критический анализ, они увидят в этих фильмах смысл, потому что ни один режиссер не познал сущность человечности лучше, чем Хаяо Миядзаки. Автор оригинала Льюис Крисвелл. Перевел и озвучил Никита Плющев.